Айдар Равильевич, добрый вечер. Рады вас приветствовать в стенах нашего татарского теплого уютного дома на Таганке. Вот. Хотела бы спросить, как вам у нас, вы первый раз у нас в гостях, вот вы, наверное, как вы сказали, то, что в Москве очень много знакомы с кем, вот, а у нас первый раз в гостях. Расскажите ваши впечатления. Мне очень понравилось то, что это сделано в таком интересном формате. Я сам увлекаюсь живописью, у вас тут столько картин. Прям очень красиво, очень интересно. Доброе пространство. Вот доброе пространство с таким снуром прекрасным. Чувствуется, что здесь собираются порядочные, добрые люди и делают хорошие дела. Поэтому с большим удовольствием сегодня принял участие. Очень давно хотел у вас оказаться. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, что сегодняшнее знакомство оно продолжится, и мы будем сотрудничать. Да. Бигзур Ахмед, также очень зарядили нашу аудиторию московскую, татарскую своей философией, как я сказала, да, то, что вы говорите, что мы друг другу должны помогать, также такую деятельность вести. Мы очень много проводим мероприятий социального характера. В основном у нас мы активную деятельность проводим для студентов Москвы. Вот, и хотела бы от вас также напутственные слова для молодежи в Москве, вот, которые только переезжают из разных регионов, они к нам попадают, и как стать таким успешным человеком, как, не побоюсь этого слова, потому что вы на самом деле таким являетесь, и мотивировать их достигать таких же высот. В первую очередь нужно знать свои корни. Откуда ты пришел, кто твои родители, кто твои бабушки, дедушки. Если ты татарин или башкир, те, кто собираются у вас в этом клубе, в штабе, вот, в первую очередь нужно понимать, что все мы были и есть мусульмане. Это очень важно брать основу. Вот, потому что люди, которые не знают, по каким правилам жить, они всегда теряются в этой жизни. Что для них важно? Общественное мнение? Или для них важно внутренний голос? Или для них важно какое-то мнение какого-то лидера, авторитета? Да? Всегда люди, если не знают, по каким принципам им жить, они всегда будут спотыкаться. Принцип у нас, я рекомендую всегда всем принять один, это религия ислам. У нас все расписано, все понятно. Тысячелетиями мы жили, мы всегда проводили миролюбивый образ жизни, который приносил пользу и для себя, для своей семьи, и также для мира, для человечества в целом. Поэтому для молодежи в первую очередь пожелание, чтобы они не забывали своих корней. Кто они? То, что они татары, башкиры, то, что они мусульмане. И потом есть такая знаменитая пословица: «Береги честь с молоду». Очень важно заботиться о своей честности, праведности, о своем правильном образе жизни именно с молоду. Это очень важно, потому что у молодежи очень много соблазнов. Если люди в взрослом, в пожилом возрасте, они уже меньше этому подвержены, то у молодежи сейчас при нынешнем этапе развития индустрии соблазнов в нашей стране и в мире для молодежи открыты все дороги. И здесь очень важно молодежи удерживаться в нормальных, разумных рамках. А вся молодежь, которая приходит в штаб татар, очень важно, чтобы они знакомились друг с другом. Очень хорошо, когда татары, башкиры будут дружить, общаться, создавать семьи, возможно, создавать какие-то новые направления, общественные проекты, бизнес-проекты. Все то, что приносит пользу для людей в целом. Не обязательно приносить пользу только для себя любимых, пользу нужно приносить для всех, но при этом идентифицировать себя как татарин, как башкир, как мусульманин. Еще хочу интересный такой вопрос задать. У нас, как я не знаю, многие вот в нашем сообществе есть такие люди, которые говорят: татарам лишь бы даром. Вот. И как вы смотрите на это? Расскажите, пожалуйста, потому что на самом деле есть категория людей, которые привыкли, которые получать просто, да, но не отдавать. И, ну, конечно же, вот мы, наше сообщество, мы хотим людей как раз подтолкнуть к тому, чтобы мы друг другу помогали. И не вот искоренить вот эту позицию там
и чтобы все там не говорили татарам лишь бы даром, просто так, и там кто-то звонит, спрашивает бесплатно билеты, бесплатно что-то, что-то. Как вы скажете, ну, расскажите, пожалуйста, ваше мнение на эту тему, да, и как бы вот это искоренить? В каждой народности есть люди плохие, есть люди хорошие. И вот эта пословица «татарам лишь бы даром», она, ну, я считаю, то, что она не имеет под собой основы. Потому что в каждой национальности есть люди, которые что-то хотят получить даром. И это не обязательно только татары. Потом хотел бы сделать как бы пожелание для молодежи, то, чтобы они стремились обогатить свое окружение. Чем больше богатства будет и морального, и эмоционального, и физического, и материального в вашем окружении, тем больше будет счастья в вашей жизни. Потому что когда у твоего соседа все хорошо на огороде, всегда будет хорошо и у тебя. А если ты только для себя одного будешь хотеть иметь счастье, всегда ты будешь сталкиваться с проблемами. Как ты только будешь выходить за забор своего огорода, ты всегда будешь сталкиваться с проблемами. Поэтому вокруг себя люди, татары, башкиры, мусульмане, молодежь, осчастливьте людей вокруг себя. И тогда весь мир для вас будет прекрасен. Айдар Абы, хотела бы вот вопрос задать. Вы все-таки, вот как житель Татарстана, Казани, у вас там свое сообщество татар, да, и вот я знаю то, что вы знаете очень много татар, живущих в Москве. Хотела бы узнать, есть ли какие-то различия и как-то влияет ли Москва вот как раз-таки на татар, которые переехали из регионов в Москву? Может, какие-то у вас интересные есть опыт? Честно говоря, такого опыта нету в разделении людей по регионам. Люди есть разные, еще раз говорю, и здесь не важно, в каком он регионе проживает. Очень важно, что этот человек делает для себя и для общества в данный момент, и какой он след, какое наследие он оставляет после себя. Поэтому, находясь в регионе Москва или Московской области, у человека больше возможностей. Это всем понятно. Поэтому Всевышний Аллах не зря этих людей, этих татар и башкир направил проживать в этот регион, а может быть их предков, для того, чтобы они еще больше участвовали в общественной жизни татар, в общественной жизни мусульман. Например, татары где-то из Сибири или из каких-то других регионов, у них меньше шансов оказаться работниками Госдумы, администрации президента страны, Совета Федерации, каких-то министерств, каких-то ведомств. А люди, которые здесь живут, для них проще оказаться. И чтобы они, находясь на этих ответственных должностях, показали чистоту, честность, порядочность нашей нации и нашей религии. Вот этим отличается. У них еще больше ответственности и шансов показать татар, башкир, мусульман с красивой стороны. На самом деле есть такое, то что кукшляр, Москве куши кильяш, прям вообще теряются, у кого-то наоборот. Вот у меня такое же было, то что я в Казани вообще не занималась этой деятельностью совсем, а тут переехала в Москву, и мне наоборот захотелось вот как-то больше, как бы созидательную нести такую вот работу. Вот я как раз здесь раскрылась вот в этом. Есть категория людей, которые наоборот не очень готовы открываться и закрываются. У каждого человека свои испытания. Да. Каждый человек предназначен для чего-то в этой жизни. Поэтому кто-то очень сильный физически, кто-то силен умом, кто-то красивый. Но также есть люди, кого Всевышний Аллах испытывает и бедностью, и инвалидностью, и какими-то проблемами. Поэтому люди, кому Всевышний Аллах даровал богатство, красоту, ум, они всегда должны приносить больше пользы человечеству и помогать тем, кого Всевышний Аллах испытывает другими проблемами, трудностями. Поэтому пока мы имеем здоровье, пока мы имеем жизнь, пока мы имеем время, мы должны это все использовать на благо человечества.